Добрый вечер, не иначе, как спортивный Сибай. Молодо и дерзко, а к тому же насыщенно прошли минувшие выходные. С тех пор, как в городе был открыт Ледовый дворец, зимние виды спорта успели приобрести завидную популярность у сибайцев и гостей города. На сегодняшний день на особом счету у любителей следить за различными видами спорта шорт-трек – скоростной бег на коньках по короткой дорожке. Вот о нем и мы расскажем в первой части нашей программы. Лезвие в шорт-треке жестко соединяется с ботинком, оно расположено так, что позволяет проходить повороты буквально в притирку к земле. Из прочего снаряжения шлем, защитная одежда от порезов, щитки. Все отвечает требованиям безопасности спортсмена. Подготовку воспитанников секции по скоростному бегу на коньках удалось оценить на площадке Ледового дворца в рамках городского первенства по шорт-треку «Быстрые коньки» под девизом «Спорт против наркотиков». Некоторые ребята совсем недавно начали тренировки и только набирают первый опыт участия в подобных соревнованиях, в то время как их старшие товарищи показывают результаты, что называется 10 из 10. Двое детей у нас вышли на зональное первенство России, даже прошли уже в полуфинал. В зональном первенстве заняли первые и третье места, призерами были. Сейчас мы едем уже в полуфинал России, где участвуют 5 зон. Поэтому цель наша, естественно, это финал России, который будет проходить в апреле месяце. Вот к этому времени мы, конечно, планируем свой пик формы непосредственно набрать. Данные соревнования прошли с целью отбора ребят для участия в первенстве Республики Башкортостан, которое состоится в феврале в Уфе. В ходе состязаний ребята проявили себя как истинные борцы за звание лучшего. В категории супердетского возраста первое место одержал Тимур Мухамедьянов. По категории детский возраст первое место среди мальчиков занял Ян Ахунзянов, среди девочек Полина Князева. В забеге среди девочек 2004-2005 годов рождения победила Зарина Арсланова, среди мальчиков Шамиль Исмагилов. А для желающих проявить себя на льду есть особое предложение. Пользуясь случаем, хочется пригласить юных ребят в секцию шорт-трека. У нас сейчас объявлен добор в младшую группу и активных ребят, которые хотят достичь успеха, которые хотят быть здоровыми, активными, целеустремленными, мы приглашаем в нашу секцию. У нас очень частые выезды на соревнования, интересные мероприятия проходят, чаепития и так далее. Ждем юных ребят. В то время как лезвия конькобежцев бороздили арену Ледового дворца, в городе проходило еще одно мероприятие – праздник снега на территории детской площадки при Доме молодежи «Мир». Все ближайшие улицы буквально гремели от визга и детского смеха, которые зарядили хорошим настроением всех прохожих. Как отнеслись сибайцы к такому событию, узнаем далее. Раз, два, три. Давайте, давай, 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 давай. Раз, Давайте, раз, давайте. раз, давайте, раз, Давайте, раз. давайте, ну. Вот, давай, тянем, потянем, вытянуть не можем. Под эгидой городского спорткомитета с привлечением общественных организаций Сибая в, увы, не особо снежную зиму прошел праздник снега. Несмотря на морозную свежесть, детворе все же удалось повеселиться на славу. Хоккей с мячом, веселые старты, а также много других конкурсов позволили горожанам оставить скучные выходные и по-семейному насладиться активным отдыхом. Я с внучками пришла, имею в виду, сибайскому рабочему увидела объявление. Праздник называется «Праздник снега». Ну и как весело, мороз, веселье не Мороз сегодня потеплее. Нет, вроде нормально, внучки довольны у меня. Сегодня погода очень шикарная, прям тепло. Хорошо, что такое мероприятие организовали. Детишкам хоть зимний праздник какой-то. Но только вот снега не хватает. Может, будем сегодня вызывать его? Очень, конечно, приятно, что такой праздник организован, потому что мы уральский народ, нам ничего не страшно, очень весело, здорово. Хотелось бы, конечно, побольше снега настоящего. Очень смешно,
Очень весело. Ой, сегодня погода как по заказу. Мы очень довольны. Вот дочка, хоть и маленькая, пытается участвовать во всех мероприятиях. Мы очень довольны. Спасибо всем организаторам. Чтобы согреть ребят от мороза, а также заразить азартом борьбы, организаторы подготовили сладкие призы не только для победителей, но и для участников, которыми двигал спортивный энтузиазм. Благодаря таким мероприятиям закрепляются ценности института семьи, налаживаются связи между сверстниками, что в последнее время особенно важно для детей. Это же зимняя забава. Как бы народные забавы у нас раньше их много было, сейчас остались они как-то в прошлом. Таких вот забав маловато, но то, что вот дает детям такую радость, и взрослые здесь вот вместе с ними в полном восторге играют. Я думаю, это очень-очень прекрасное, хорошее мероприятие. Лыжня России проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. В Лыжне России принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет. Хотя официальных ограничений в данной категории нет. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию в Сибае состоялся чемпионат по лыжным гонкам. Как это было, смотрите далее. С недавнего времени сдача ГТО стала обязательным пунктом школьной программы, тогда как для горожан старше 18 лет участие в выполнении нормативов ГТО является добровольным и преследует цель повысить почетность в обществе, получить приятное поощрение в виде значка и удостоверения и в целом причислять себе категории лиц, ратующих за оздоровление населения. Эта традиция не обошла и Сибай, так как любое городское спортивное событие отражается в таблице участников, сдавших заявленные нормативы. На минувших выходных в Парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури состоялся городской чемпионат по лыжным гонкам. Внимание! Марш! На 2 круга пошли! А здесь мы сегодня проводим чемпионат города по лыжным гонкам. Это перед главным стартом, который у нас состоится именно 10 февраля, Лыжня Россия. Это один из тренировочных соревнований, чемпионат. И мы просто хотим увидеть, кто же является чемпионом города именно в данный момент. И это также этап подготовки к первенству Башкирии, в которое наши поедут спортсмены-лыжники. К участию в соревнованиях были допущены все желающие, в числе которых выступили и представители производственных коллективов города, ветераны спорта, спортсмены-школьники и студенты. Один раз в год встаем на лыжи, чтобы принять участие в массовом катании. Лыжня России. Настроение отличное. Вот решили для себя покататься. А как часто встаете на лыжи или, может быть, ради такого события исключительно достаете откуда-то с чердака? Нет, каждый год зимой с детьми выходим, катаемся. Ну, за зиму раза 3 максимум. А как давно на лыжах-то? 6 лет. 6 лет? А кто тебя учил? Папа и мама. А сегодня на какое расстояние поедешь, как ты думаешь? Осилишь, не осилишь? Не знаю. Отметим, что лыжный сезон в нашем городе в самом разгаре. В дальнейшем сибайцев ожидают соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества, где примут участие мужчины. А в марте прекрасная половина Сибая проявит себя в весеннем забеге по лыжне. Хоккей – любимый всеми вид спорта во все времена. В Сибае практически все выходные активные болельщики проводят на матчах сильнейших городских команд и приезжих гостей. Федерация любительской хоккейной лиги собрала достойных игроков, сборные, которые сразились на арене Ледового. Городская хоккейная команда «Горняк» одержала победу в ледовой схватке над командой «Факел» из Магнитогорска со счетом 5-2. А вот дальнейший матч между командами «Альянс Сибай» и УМК Магнитогорск закончился совершенно противоположно, со счетом 4-8 не в нашу пользу. Это были новости спорта. В студии работала Екатерина Марочкина. И напоследок помните, здоровый дух бывает только в здоровом теле. До свидания.